Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии. Айсан Николаев расскажет о текущей эпидобстановке в регионе на 11 часов дня 25 апреля. Айсан Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Ситуация у нас такая же напряженная. За сутки официально подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции в республике. Из них 2 в Алдане. Но это уже, скажем так, те люди, которые давно были помещены уже в обсерватор и ожидались их результаты в эти дни. И вот они сейчас поступили положительные. Вот это, скажем так, члены семей работников рынка, с которого у нас все и началось в Алдане. По Якутску у нас на сегодня 6 новых случаев заболевания. Из них 2 у приезжих, которые были с самого начала приезда из аэропорта помещены в обсерватор, как прилетевшие из других регионов страны. У них подтвердился коронавирус. 3 случая это внутрисемейные от тех контактов, контакты от тех больных, которые были выявлены ранее. И 1 новый случай у работника ЗАГСа, который занимался непосредственно работой с электронными базами данных по этому учреждению. Сейчас поэтому принимаются меры уже по и выявлению круга его контактов, проведению анализов. По УСНЕРе хочу сказать, что анализы еще окончательно не доработаны, но мы уже точно можем сказать, что массового заражения там нет. Речь будет идти о буквально 1-2 новых случаях заражения. Подтверждение окончательное будет сегодня, поэтому сегодня режима карантинного по УСНЕРе вводить не нужно. Вот такое решение оперативный штаб сегодня принял. Ну и вот с утра у нас сегодня поступила информация, она еще официально пока не пошла в сводки, но у нас есть случай, первый случай диагностирования коронавирусной инфекции у жителя Хангаласского улуса, конкретно поселка Мухсоолох, который находился в больнице с подозрением на внебольничную пневмонию, и вот повторный анализ его на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Поэтому сегодня будут приниматься меры как раз по выявлению круга контактов, по забору анализов у работников больницы, ну и по проверке уже всех тех больных, которые в определенный период вместе с этим больным находились также на лечении. Вот.